Мы уже проснулись, собрали вещи. Ждем Жанну Васильевну, которая нас заберет и повезет. И снова мы в пути. Дорога, которая манит, всегда обещает что-то новое. На этот раз наш путь лежит по легендарной трассе Колыма. Мы кормим, подожди, дай поснимаю. Мы кормим чаек оладушками. Вообще, конечно, нельзя так делать. Кидай. Но ты поддаешься Соблазну. развитию синантропии у природных видов. Опс. А да, вы, дети у меня на Унгре спрашивают, а можно чайку есть? Говорят, не вкусно. Короче, ели. Они еще подсекают друг друга. Классно. Это классно. Вертолеты. Идите. Ща какают. Мы плывем, Идем. идем по лине. Идем по воде. Я пробую свой микрофон новенький. Вот так вот. Красиво. Я пробую свой новенький микрофон. Купила специально. Мы идем на лайнере, специализированном на перевозке машин. Вот так у нас за бортом. Красиво. Немного в стороне от привычных маршрутов, чуть дальше, чем обычно. В районе, где заканчивается привычная нам цивилизация и начинается настоящая, дикая Якутия. Мы едем чуть дальше Хандыги, место, которое уже само по себе звучит как вызов. Мы приехали в кафе Уйгу. Вот, я уснула по дороге. Вот, еще там
лошади пасутся и какают. Вот они. Да, гречку беру, да. Да, как-то вся. Я, наверное, вызываю доверие. Я не вызываю. Покушали мы неплохо. Едем мы по трассе Колыма, называется. Вот, едем дальше. Сегодня вы сидят. Что, ребенок? Нет. Да? Они потому что, видишь, вот в тенечек хотят. Ой, мама гонит, смотри. А мы на них смотрим и мясо. Вот маленькие уже это мясо. Катя нет. И вот что поразило нас практически сразу, как только мы углубились в эту местность. Вода. Вода повсюду. Мы узнали, что это следствие одного из самых серьезных вызовов, с которым сталкивается этот регион – таяние вечной мерзлоты. Казалось бы, вечная мерзлота – это что-то стабильное, но она тает, и это меняет ландшафт до неузнаваемости. Многие поля, которые еще недавно были лугами, теперь превратились в обширные водоемы. По пути мы встречаем следы прошлого, напоминания о том, как жили люди здесь раньше. Например, мы встретили старый якутский коровник, а рядом с ним те самые священные столбы, которые так характерны для якутской культуры. Мы вот приехали сейчас в Чурапчинский район. Здесь такой памятник, беседочка. Там дальше что-то еще. Подойдем поближе. Чайки вообще везде, наверное. Вы положили оладушки. Господи, я столько чаек не видела, наверное, даже на море. Это вообще жесть. Еще какой-то мужик в Магадане сидит. Запрягли мужичка. Здесь вот старый памятник, как стела. Там какие-то могилки, что ли. Вот, как обычно, тут тает вечная мерзлота. А еще мы заметили очень необычные захоронения. Вместо привычных нам надгробий – маленькие домики. Это еще не самая плохая, это еще считается хорошая дорога. Убитые старые асфальтовые местами. Ну а дорога здесь отдельная история, отдельное испытание. Иногда кажется, что ее просто нет, что ты едешь по бескрайнему пространству, где земля смешивается с небом. И, конечно, в таких условиях безопасность становится первостепенной. Наша верная спутница Жанна взяла с собой запасные колеса. И это было очень мудрое решение. Позже вы узнаете почему. Это коршуны. Полянка. Опа, косенько как. Наверное, закрыто. А нет, тут ох ты ж. Это вот нам рассказывали вроде для лошадей. Ой.
Сегодня мы проезжаем 4 улуса и останавливаемся где-то. Тут что-то, какие-то конфетки. Вот. Это на добрую дорогу. Деньги даже. Всякие штучки. Карта. Вот. А завтра мы идем в горы. В Тампонский район. Вот так вот. Надеюсь, микрофон работает хорошо. Потому что в машине очень шумно. Смотрите, смотрите. Стерхи, стерхи. Мы также обратили внимание на заботливо огороженные поля. Это не просто забор, это способ сохранить драгоценную траву. Местные жители огораживают эти участки, чтобы коровы и лошади не съели все подчистую. Впереди зима, и для скота нужна еда. А вот в одном из сел, который мы проезжали, нас поразило одно техническое решение. Там провели газ в дома, но из-за того, что под землей вечная мерзлота, которая может в любой момент повести себя непредсказуемо, трубы с газом решили не закапывать, а проложили высоко над землей, на опорах.